После смерти 49-летнего уйгура, ищущего убежище в Таиланде, правозащитные организации призвали к гуманитарному решению проблемы 50 уйгурских мужчин, задержанных на 9 лет. Азиз Абдулла скончался после потери сознания в иммиграционном центре содержания под стражей в столице страны Бангкоке. Абдулла был один из более чем 350 просителей убежища, задержанных в Таиланде, спасающихся от китайских преследований в Восточном Туркестане. Правозащитники, контактировавшие с задержанными иммиграционного центра содержания под стражей, говорят, что Абдулла серьезно болен уже 3 недели, но власти Таиланда отказывались отправлять его в больницу до тех пор, пока он не рухнул на землю, сообщает BBC. Эта смерть – вполне предсказуемое следствие политики Таиланда по заключению в тюрьму и забвению этих уйгуров, сказал Фил Робертсон из Human Rights Watch. Геноцид уйгуров, совершенный коммунистическим режимом Китая в Восточном Туркестане, вновь был осужден международными организациями Японии и Тайваня. На мероприятиях, в которых приняли участие исполнительный директор компании за права уйгуров Рушан Аббас и исполнительный директор Уйгурского исследовательского центра Абдулхаким Идрис, было подчеркнуто, что международное сообщество должно более решительно противостоять китайскому коммунистическому режиму. В этом году встреча межпарламентского сотрудничества против Китая прошла в Токио, столице Японии. Рушан Аббас, исполнительный директор уйгурского движения, выступил на открытии встречи в качестве спикера. Тайвань был второй остановкой уйгурских представителей диаспоры в далекой Азии. Уйгурская делегация встретилась с руководителями Тайваньской Восточно-Туркестанской ассоциации, большинство из которых были тайваньцами. С началом нападения России на Украину направление мировой торговли нефтью и другими энергоресурсами изменилось. Поставки российской нефти и топлива в Китай в январе достигли максимального уровня. Согласно заявлению разведывательной компании Kpler, Китай начал закупать российскую нефть по ценам ниже африканской нефти того же качества. По данным Kpler, экспорт российской нефти в Китай в среднем составлял 1,66 миллиона баррелей в сутки. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Виньбинь заявил, что Соединенные Штаты, которые утверждают, что Китай будет поставлять России оружие и боеприпасы для войны на Украине, являются крупнейшим источником оружия для этой войны. Пресс-секретарь Ванг напомнил, что президент США Джо Байден во время своего визита в Киев объявил, что Украине будет предоставлена дополнительная военная помощь на сумму $500 миллионов. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 19 февраля, что американская разведка получила информацию о том, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия и боеприпасов для поддержки войны в Украине. Бывший президент США Дональд Трамп в своем посте в социальной сети True Social отметил, что каждый, кто является кандидатом на президентских выборах в США, должен согласиться пройти полный тест на умственные способности до или после объявления своей кандидатуры. Трамп, которому в настоящее время 76 лет и который официально является кандидатом на президентских выборах 2024 года, защищал мнение о том, что кандидаты также должны пройти тест, который показывает, что они физически пригодны для работы.